Участников поприветствовали председатель комитета по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму администрации района Иршат Фасхиев и руководитель Башкирского аграрно-технологического колледжа Раиль Гумеров. Для участников были организованы мастер-классы, тренинги и интеллектуальные игры по таким темам, как социальное проектирование, роль молодежи в создании и развитии комфортных городских и сельских территорий, социальные проекты в медицинской сфере, возможности реализации их в республике и по другим направлениям. Участники разделились на площадки по интересам, где с ними работали модераторы мероприятия, тем самым образовались некие команды. Спикеры поделились своими знаниями с участниками о том, как находить новые идеи для планирования личного и профессионального развития, создавать новые проекты. Главным событием форума стал конкурс молодежных проектов. По завершению работ на площадках команды защитили свои проекты, где описывали цели, задачи и пути воплощения их в жизнь. Сегодня в селе Верхнеаркеево Илишского района состоялся масштабный проект «Молодежный форум Илиш-2021». Собрались более 90 молодых ребят. Мы познакомились с ними. Я на самом деле очень рад тому, что я сегодня здесь в качестве эксперта. Мы поработали по разным направлениям и попытались научить ребят, как писать проекты, что такое проектная, грантовая деятельность. На выходе у нас получилось более 8 интересных идей, упакованных в проект. Сегодня ребята выступали, многие получили призы и признания. Мне кажется, что такие мероприятия нужно чаще проводить. Это очень важно и полезно, как и самой молодежи, так и району, для того, чтобы наш район становился все лучше и лучше. Да, молодежь, она активная, у них горят глаза, у них есть много идей, но при этом, конечно, заметно отсутствуют знания в проектной деятельности. И вот мы сегодня попробовали дополнить этот пробел. Вот. Включается сразу, было здорово работать с ними в командах. Значит, у них много идей, у нас было очень мало времени. Если вдруг мы организуемся еще как-нибудь, нужно обязательно, конечно, выделить больше времени, чтобы успеть проработать эти идеи в более подробно упакованный проект. А большинство тем, какие прозвучали от молодежи? Ребята озвучили тему благоустройства центральной площади села Верхнеаркеево. Да? Они хотели провести 3-дневное мероприятие с застройками арт-объектов. Далее, значит, они упомянули, что не хватает спортивных площадок, интересных для молодежи. Хотели тоже присоединиться к этой работе. То есть они могут уже сегодня своими руками что-то сделать, какую-то там футбольную площадку. Значит, был интересный проект о создании молодежного арт-центра. Это некая коворкинг-зона, где бы молодежь Илишского района могла собираться по интересам, проводить как-то время, делать интересные проекты, креативить. Я думаю, это все в ближайшем будущем исполнимо. Вот, мы сегодня поэтому и собрались. Однозначно для жюри было сложно оценить работу участников. В номинации «Лучший молодежный проект» победу одержала команда 9 класса средней школы номер 4 села Верхнеаркеево. В номинации «Лучший креативный арт-проект» победила команда Башкирского аграрно-технологического колледжа. Команда 9 класса лицея села Нижнеаркеево победила в номинации «Лучший социальный проект».